Удары должны быть именно ударами, не скользящие, не как будто он у нас там упал. Удар должен быть ударом. Ну все. Скорую вызвали? Приступайте. Это не игра, а настоящий бой. 1 на 1. От травм здесь никто не застрахован. Воинам нельзя терять бдительность ни на секунду. В противном случае придется зализывать раны в лазарете. Нормально ему там прилетело, потому что так видно было. Я аж присел. О фестивале клубов исторической реконструкции воркутинцы мечтали лет 10, но воплотить желаемое удалось только сейчас. В лагере все почти так, как было в 13 веке. Быт, оружие и амуниция. Кстати, одежду ребята шили сами, из натуральных тканей. А вот все, что касается железа, кольчуги, шлема, оружия, пришлось заказывать. Это доспех Русича 13-14 века. Такой элемент этого доспеха, найдены отдельные пластинки, целых доспехов на Руси даже не сохранилось. И он воссоздан по чешуйкам, которые были найдены, и по изобразительным источникам, иконным. Вот. Это, сейчас в России очень много мастеров, которые этим занимаются, можно заказать. Массовые сражения, толпа на толпу, выступления менестрелей и шаманов и, конечно же, старинные забавы. Вот так со сковородкой развлекались когда-то воины Средневековья, развивали ловкость и выносливость. Правда, современная посуда с тех пор сильно изменилась. Не страшно. Самая зрелищная часть – реконструкция Роковорской битвы XIII века. По словам участников, по масштабам и массовости это сражение между армиями северорусских княжеств и объединенными силами рыцарей Ливонского ордена мало уступало ледовому побоищу. По историческим источникам, русичи преследовали бегущего противника на протяжении 7 верст 3 дорогами, потому что кони не могли ступать по телам погибших. Сегодня реконструкторы еще раз напомнили зрителям об этой незаслуженно забытой победе русских. Елена Кононова, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.